прямом эфире информационная программа «Вести. Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Дари добро. Айшат Рамзан, спасибо за подарки. Вице-премьер Айшат Кадырова подарила воспитанникам реабилитационных центров республики новогодние подарки. Пациентоориентированный подход. Сегодня Министерство здравоохранения Чеченской Республики мы подвели итоги уходящего года. Министр здравоохранения Адам Алханов провел итоговое совещание с руководителями медицинских учреждений. С такими результатами завершает год ведомства. Хоровод дружбы. Веселье в самом разгаре. Малышей развлекают профессиональные аниматоры. В Министерстве по национальной политике, внешним связям, печати и информации состоялось праздничное мероприятие для детей. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поставил подпись в поддержку кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах. Стоит отметить, что в регионе уже начали функционировать 8 пикетных пунктов, 6 в Грозном и по одной в Аргуне и Гудермесе. По закону нужно собрать не менее 300 тысяч голосов избирателей по всей стране. Сами выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Сборщик подписей ВУЗ регионального штаба в поддержку кандидата в президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Он массана дозов хардар, а подписной лист и кюктайдыш. Духовное управление мусульман проводит активную политику духовно-воспитательной и просветительской работы, консолидирует общество и распространяет нравственные ценности, отметил Рамзан Кадыров на встрече с богословами во главе с муфтием Салахом Хаджи Межиевым. В регионе возведено только за 2023 год 39 мечетей. Колоссальная цифра. Еще большая задач ставится на следующий год. Адам Магомедов законспектировал самое важное. Рамзан Кадыров выразил благодарность Духовному управлению мусульман республики за весомый вклад в развитие и объединение мусульманской уммы, поскольку именно они помогают поддерживать нравственность и сохранять правильную идеологию в регионе. دخي صور والله ياك موبت بركة Степан Лерер. Тут же верующие прочитали салават, возвеличивая пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Рамзан Кадыров пообщался с известными проповедниками республики, отметив важность того, что они делают для ислама, координируя деятельность мусульманских общин, регулируя государственно-религиозные отношения и распространяя правильное учение. Sånn mest har ikke det sånn var bo i jeg ønsker på bak mellom bo i jeg har sånn mest det var ikke døgn og vel ikke azal og vel ikke om da ønsker da kjæreste ikke på skole så man sier noe da vart mashallah tosh så da hår dina hår så att jag det är ju så där alltså det är då så den hade ju så då
هتيرح دق ده باليول دق شلون ده هو شربين بابال دانا ده مفتي سن دان وبيسا بيسني دان يوك ازيك مفتي حاب وشة دانا إيش هالبيلول دق قدر دان عشان بركة إيدر إعدان حقق نيش دستان ده رئيس. Муфтий региона выразил благодарность Рамзану Кадырову за оказанное им внимание и отметил, что он создал все необходимые условия в республике для исповедования религии ислам, ее распространения и развития, а также пообещал, что Духовное управление мусульман продолжит эффективно работать в данном направлении. قوميل شو قايق شتخيق قايق ودوشدات أها تكون قايق ميدا يخنا قايق مصو أو بنا أتو بنا دش لا تش دو هتان دو عرض دوش مصو زمان جوها دنيا بيد بهو يشبوش أي خاطر خوتوش مصو أو أتو باش لا تشبو عباش بلديك بلش بيتن ويروتش ديل خصمش يوغريح المعاموش الحجر شريح مصو أو ويدوش دول إدو مصو شو تي عداش ناقص تلدو ده ديكنس بيخم بويل الدين غدش ده تغلش دين ده تدود أو دين نا تعشيكو يوش ده الحلاتيش الدق أو ديك غين شي خلر أخ مصو أو أحيين لحش خلر أو أحيك كان أخ أو ببيش بولش بلغي عشما أو بين الكذب يدروي دلح أشباش بول بوق بول بوق بالقل داخل إدوقتون دوق دو ساعة شيكو يوش خدقنشن دеза докси докис. Салах Хаджи-Межиев рассказал о работе, проделанной Духовным управлением мусульман за прошедший год. Это касается урегулирования гражданских конфликтов, развития института семьи, проведения воспитательных бесед с жителями субъекта и повышения квалификации преподавателей Корана. ويقاهيوك شغل مهتكش أشياء حيخمش بريع خيلز يبوسوبني يقمتك توير خيلز دونش قيستر خيلز ناغن يقي تساتيمش بيخش بوش ناغن يقي تساتيمش سبوش ساعة يغر خيل يار خيل دو خيلز وش سي يقي دوجن دو خيلز وصحق عايش ساعة قولدر يعني دقداخ تدش دي سيشيء مصو مفتي تشور دون ساعة قيد نشش بولش مصو يرتش قاعدين ساعة بين بول إذا قيت أزير سقوش ناخن يقي لير آلنت يدعدول دل دوق جيما خناخ لديون دوق أصدر دوزد قويت ديونوست تري يقيت إي دوجنيول تشير أق شرح يشير دعياقر وين كورت عالشو أها دعوتنا دوزولش يعتدم بيبوش يشون عالشو إذا تسيق عيو ديوزولش غويتر ديك بيرش غويتر ديك ووش توخر ديك شادك سيوق عدو وقت حنشر شو حقه أخويا يالخ أزير ديوزولش ووشخ قيته ووشخ بيولش إنز جرمانيزاتسي أول كويسنا ناخن يعبش بولش أتبالخو لوش ريزولتاتيز ووشخ بيولش تابعي شوز أي بخي ديوزول بو إز ووش قيت شارجي ووش بيول شارج ويدوستي شي برسنت سويول شو إزدلا إذا وي كأس جود صباح دال مولا صوت عقيقة يقردو إيش علم عام ده شوية شوز شيء أزر قرآن لقر درس شابك ووشخ تيوح شاول حجر يرمت على موش تيوح شيء شوز شيء أزر قرآن عموش علم أنت أخايوك شنابو ويا قشرها دعدا شرع دين ساعة وزدا حيوخ شبولش ناغد يعني ساعة حيوخ اتسا قدك حيوخ قزع موت حيوخ بوخ شخيل بولناخ بريش يحقولا بنا اتسارنا برنامج واتن اشا وي واتن يوشوش برنامج يخ بيتنش قاح تساويك شرح شخا اولشا استايبان يوخ عقيدة اتسارنا كورش واتنا الريزولتات سخيل شي تسارن دحيخ بقوتسلوش اش سان خرشي بيرزينوي اشا تسا ازير ساقوتش تقو دحيخ شوي أوتس خرشي بيرزين شبوش ديل قيت مساحة بيركة تسوي دعبولين بول ختمش بول إذا دعبويش بو إذا بول دعبولا بنا ختمش دش بوش ناخنا وستلدش سنخ ويدعدولش دين صح شادك ويدقدي شي تيريست شمت تيسيش قرآن ختمة دينوي دال مولا قي
نسمة قوتش لا ملاقة أمير أرسل صلوات أمير أرسل صلوات ده الموضوع نسمة قوتش قيقة يقولوا بس غلوش ده اللي كان سبيخم بيلون ده لسيدة لخم. За 2023 год в регионе было открыто 39 мечетей, теперь их общее количество составляет 1412. Еще 84 святыни находятся на стадии строительства. Помимо этого возведено 15 медресе, 2 высших духовно-образовательных учреждения, 7 школ хафизов и 130 зияртов. شو ده ماشي تعديلش عدوي كويس ده هو شو ده تعديل لك كيش بيفرق تعدوله كيش بيفرق كويس ده شو بيقول ده كان ده صحيح ماشي ده نيت ده شو ده تعدوله وين ده الموضوع تو شقيته اشتا اسون ده الموضوع از او بنسات سماسك ده بقى تربوسنا احا اعمال ويا ماجيك يوش المتيك قد دلول متيك تيش دلول متيك خارجنا يعني ريون شكا اتمتك بيلقى ياخنا ده الموضوع عم بوخر ده الخص مش يوغر ندير بيركت خدوق ده ده عملوا ريون يا بيلقى ياخشا ريون ده بوش سيغا باش عدو ريون بيلقى ياخنا يورت يخ سان ميل количество теорию اذا بيلقى ياخنا ده موضوع ده انيت الطوي ده الموضوع ده ريز غيلون ده الخوش ده Рамзан Кадыров передал 25 кадиям районов и сотрудникам Духовного управления мусульман региона щедрые подарки от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Каждый из них получил по машине марки «Лада Гранта» и денежное вознаграждение. فندق دونه سقيد نشان تعطي ماشين دون تبينزن دوت دون تعطي دون سوام كم يعتنا داس دون لا بيرك دوت دون لا وزير الماشين دون هذا دون اشتا خلو هو اللي خاش ودا ما دوت حد لودي بو مولي بو خبرك البوش بو خل داس دون ودا شو ما خلص شيء داليش دون yok don ter don licho khala don sei dakhli jiaj don so hodina asul don khalq yachumda darud yach darud dat saydas otsal don khalbu abu don tag don avir zor don dikuni don yagar shiwoch don hadis diwoch don yurti oni محكي دون ناخذ شو دون دا بيرك دي دول بشيل شاشة ده حالي دول دون لا برتسام دول دون لا يدور دون لا كسب يخم دول أما نويدا ساعة دول وصلوش دا ساعة دول. В свою очередь Салах Хаджи Межиев передал главе региона ценные религиозные подарки. Herre Ramzan Haj, 830 лет от Хусейн ديل يلشان يعك أنت حسين قوت إحيل نطوق بقير от بايمنت إنه أبو هاشم اسمه سوتن بايتن ديل يلشان يعك أنت إذا إيش تسندوا لمن دوخ ديز ده شو عطنا ما شاء الله إذا بوش مزستياني والله مرنا والله أنا هذي وش بورط شدان هذول هاي يحتاج شدان قول عبوش لا شدان إيش بيشوط هذا إيش الله مرنا ده ده ساعدوا عم يلدينا بس Сотрудники Духовного управления мусульман выражают большую благодарность главе региона, отметив внимание, которое он постоянно оказывает развитию ислама на территории республики. من سن عليكم معروفة شو سام تعديك بوا بيش على إيرشنا صلى الله عليه وسلم إيش دعاء لديك بوا بشو أتو بازها إيش دعاء لديك بوا بين بو الختل الله ديلك إيش بيغيل الله ساعة شيء كويوش ودين إيش كان بيسون إيش كان دوانا أقوى مخنا أمان عجو إيش مخدا رمزان حاجة الله ديلك بيوش أقا زان مكشل بيوش إيش مصوبوش عالس برديوش دعان شاش حبيبش بيلش بيشبو ده المولع الأقدرون على شيء حق دول شو عالم يقعدونا ومخدا رمزان حاجة دال دقوا ولد ومخنا أمان عجا ساعات خودستن داس ساعات عنهم من يقعد لهنا داس دائما نادونا غديش دقا غديش إيش دعونا وسمويش تونتيرجويش عنل ديش حوق شو إذا وصلوا الله دال تاش من دقلت شو من درسنية دال ساق قبل دول أحمد حاج دال غادوت قبل دول تني دحر كيوغل اللي موي أنا ويمخ
إسخندو نمس دين آور قيدي إمامي حجر ماجد مس آور ضرب دوتشي ضرب راق تودا ديش ماجد توداش مس آور تان باتش رمضان سوين ديش لور شول ماجد إش ديتا تأوش بوسو بدين تبغيتين خزنية سن بوق تدم بلوش خزنية سن جو أتوبيش وي باتش وي مخداس رمضان حش. Рамзан Кадыров дал гражданам региона свободу вероисповедания и создал для этого все условия. Благодаря ему в субъекте каждому доступны места для совершения молитвы, а также множество духовных учреждений для изучения священного писания, говорит муфтий Чеченской Республики. إذا دالسون دين دول ديكدو شيعها قوتش دين خلر شاوزن قوناصك خلر شيعها ديل ويزر خلر دين ديزر خلر قرآن ديزر خلر يلش ويزر خلر عليه الصلاة أولاش بيزر خلر قويتش بول بويز دين لور شولستاقو وزغل وال ديل لور دين سليرن بوش شولستاقو دالشين ديك دين چونغ بيليلوش بلخش باتسوش ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب بعد القرآن شوح ديل بيلغلونش يزيش ورقميلولا إذا ديل قيورشتول دقنش دوال وزخل وش ديل ويميخنان أيمان عجي ويميخني ويباشا رمضان عجي دال قبول ساعة دويل تبو بالبوخاتوش تبينك دقايبش ويباشا رمضان عج عالش باش سيديدولش عالش باش سين أهلو عالش باش ويموخ عالش باش ويأوكراين موخ عقايقش باش ويوجري عالش باش دال قبول ساعة دويل دائما بقو طولة يش خارسو إيشا يش Основная задача Духовного управления мусульман Чеченской Республики – это объединение всех исламских общин, обеспечение государственно-правовой поддержки основных направлений своей деятельности, развитие активной духовно-просветительской работы среди всех слоев населения, а также повышение образовательного уровня религиозных кадров. Со всем этим они отлично справляются, а результат их работы можно заметить во всех социально значимых сферах субъекта. Адам Магомедов, Рахман Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. В Министерстве здравоохранения подвели итоги за 2023 год и обозначили цели на предстоящий. Встреча руководителя ведомства Адама Алханова прошла с сотрудниками и главврачами медицинских учреждений. Несмотря на все вызовы, региональная система здравоохранения сохранила и приумножила свою устойчивость. Модернизация клиник идет полным ходом, усиленные меры по снижению смертности и профилактике заболеваний. Мадина Кураева продолжит тему. Совещание прошло под председательством руководителя ведомства Адама Алханова. На встрече присутствовали сотрудники и главные врачи медицинских учреждений. Открывая совещание, министр поблагодарил работников и отметил достигнутые высокие показатели. Обозначил главные задачи, которые стоят перед врачами. Это приветливое отношение и профессиональный подход к пациентам. Каждый должен уважать и бережно относиться к посетителям медучреждений, подытожил Адам Алханов. И за 3 месяца просто руководил шагом, четкие организированы, рассказывали команду. Но что я вижу там, короче, пациентам вы никак, по-моему, не так обращаетесь, как я вас прошу. И подход к любой с Нового года и выучишь. Любой пациент, того, что он сразу паники, я, короче, он принять цену, куда не можно, и не сядется, терпимо, слушай, нормально объяснить, что все лучше, можно сказать. Глава Минздрава отметил, что самое главное в деятельности медработников – добросовестное отношение к своим обязанностям, но, к сожалению, этим принципом руководствовались не все. Здесь же Адам Алханов сообщил о ряде кадровых изменений в медучреждениях республики. Со своих должностей были сняты главврачи Республиканской клинической больницы имени Эпендеева, Республиканского психоневрологического диспансера, Республиканского онкологического диспансера и главврач Урус-Мартановской ЦРБ. Сегодня в Министерстве здравоохранения Чеченской Республики мы подвели итоги уходящего года. Здесь же я озвучил кадровые изменения среди руководителей медучреждений. Причиной освобождения от занимаемых должностей 4 главврачей учреждения стали неэффективное управление медучреждением и низкий уровень качества оказаемой медицинской помощи. Соответственно, неудовлетворенность населения медорганизациями. За уходящий год министерством проделана колоссальная работа по созданию инфраструктуры здравоохранения и условий медучреждений. Большую поддержку в этом оказывает региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. И вместе с тем хотелось бы обратить внимание на большие успехи здравоохранения, достигнутые в этом году.
И Чеченская республика достигла 100% исполнения нацпроекта здравоохранения. И благодаря помощи регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, Далазу Облдовцу, обновлена инфраструктура и материально-техническая база медучреждений. Закуплено порядка 1000 единиц медоборудования, приобретены 166 автомобилей и 14 карет скорой помощи. Одна из основных задач у руководства – это обеспечение республиканского здравоохранения квалифицированными специалистами. Для ликвидации кадрового дефицита в сельском здравоохранении по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в этом году трудоустроены 62 врача и 36 средних медработников, что составляет 100% исполнения плана на год. В регионе также отмечается снижение общей и младенческой смертности, повышение ожидаемой продолжительность жизни. Чеченская республика традиционно держит первое место в стране по естественному приросту населения тоже. И, безусловно, нам удалось достичь этих результатов благодаря всесторонней поддержке и помощи главы Чеченской республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, который дает приоритетное значение медицинской отрасли и вносит неоценимый вклад в ее совершенствование. Все намеченные планы в 2023-м Министерство здравоохранения региона выполнило. Впереди у ведомства не менее насыщенный год, поставлены новые задачи и цели для еще большего улучшения качества проводимой работы. Мадина Кураева, Ислам Ибрагимов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская республика. В преддверии новогодних праздников воспитанники реабилитационных центров республики получили от заместителя председателя правительства Айшат Кадыровой новогодние подарки. Визит гостей стал приятным сюрпризом для ребят. Дети оказали им радушный прием. Слово Валентине Гусевской. Новый год – время подарков и ярких эмоций. Сладкие сюрпризы подарила заместитель председателя правительства Чеченской республики по социальному блоку Айшат Кадырова ребятам из Шалинского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья. В учреждении находится 68 детей. Дети получили море позитивных эмоций. Вы сами видите, какой шквал у них эмоций после получения подарков. Айшат Кадырова. Ребята как раз собирались на новогодний утренник и нарядились в новогодние костюмы. Получить подарки было для них неожиданностью, но стихи Деду Морозу рассказали с удовольствием. Этот праздник маскарад, яркие игрушки, елки, что горят, пряники, хлопушки. Подарили подарки детям в городах Аргун и Шали, а также в Урус-Мартановском и Веденском районах республики. Дети всегда рады сладким подаркам, особенно в новогодние праздники. В общеобразовательной школе-интернате для глухих и слабослышащих порадовались вкусным угощением 267 воспитанников. Ученики школы заранее приготовили новогоднее представление. По словам педагогов, подготовка одного номера занимает у ребят месяц. Сначала выучили слова, перевели на язык жестов и запомнили необходимый ритм. От лица наших родителей, коллег, детей мне хотелось бы выразить огромную благодарность за те вкусности, за то внимание, за ту радость, которую предоставила нам, нашим детям, Айшат Рамзановна. Дети были очень рады. В школе-интернате обучаются дети со всей республики. Есть возможность круглосуточного пребывания. Поблагодарив за сладости на языке жестов, ученики отправились на занятия. В ходе благотворительной акции подарки получили 500 детей. Валентина Гусевская, Шамсуди Джабраилов, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская республика. В Министерстве по национальной политике, внешним связям, печати и информации состоялось праздничное мероприятие «Хоровод дружбы». В нем приняли участие дети бойцов, участвующих в СВО, и ребята, представляющие национальности, проживающие в регионе. Вместе с тем исполнили желание Арины Курманязовой из Астраханской области, которая хотела посетить Чеченскую республику. О том, что волшебство случается с теми, кто в него верит, Амина Тупилагова. В стенах Министерства региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации сегодня по-настоящему весело. Здесь собрались дети со всего региона и не только. Это представители различных культурных центров и те, чьи отцы защищают интересы страны в зоне проведения специальной военной операции. Веселье в самом разгаре. Малышей развлекают профессиональные аниматоры. Различные сказочные персонажи вовлекают в праздник абсолютно всех, даже самых маленьких и стеснительных.
Артисты Чеченского государственного театра юного зрителя действительно блестяще справились с важной миссией, создав в зале непередаваемую атмосферу на ежегодном празднике «Хоровод дружбы». Главная цель, чтобы детям принести праздник, чтобы они могли между собой познакомиться, подружиться, дети разных национальностей, и чтобы они понимали с раннего детства, что это их родной дом, что Чеченская республика – дом для каждого. В этом году у Дедушки Мороза была важная миссия – зажечь праздничную елку, после чего он раскрыл свой мешок и раздал детям игрушки. Конечно же, мероприятие не обошлось без сладких подарков от главного волшебника региона Рамзана Кадырова. И дети решили отблагодарить руководителя субъекта теплым поздравлением. Особое внимание на елке уделили гости из Астраханской области Арине Курманьязовой. Девочка написала письмо на имя президента страны Владимира Путина с просьбой исполнить ее мечту посетить Чеченскую республику. Узнав об этом, Рамзан Кадыров незамедлительно пригласил их с мамой в регион. Кадыров Рамзан Ахматович, желаю вам всего наилучшего. С наступающим Новым годом вас! Люблю! Арине 14 лет. Невзирая на ограниченные возможности здоровья, она занимается танцами и вокалом. Мама девочки рассказала трогательную историю, что раньше, когда состояние ухудшалось, ее отвлекали разговоры о Чеченской республике. И вот теперь они здесь. Мечтала давно, года 3-4 мы все собирались, никак не получалось. Она написала елку желания президента нашей Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу, а потом передали уже письменное сюда. Спасибо огромное, большое вам. Было приятно, прекрасно, красивый город. Мероприятия новогодние прекрасные. Встретили, сопроводили. Все хорошо. Спасибо огромное. Мы очень рады. Для гостей была организована экскурсия по главным достопримечательностям Грозного. Смотровая площадка «Лестница в небеса», комплекс небоскребов «Грозный-Сити», центр города, ну и, конечно же, мечеть «Сердце Чечни». Амина Тупилагова, Рахман Хаджиев, Сайтамин Даутмирзаев. Вести. Чеченская республика. А в Грозном подвели итоги проделанной за 2023 год работы двух крупных общественных организаций, вносящих значительный вклад в молодежную политику, а также в духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. За уходящий год движением «Ахмат» и клубом «Путин» были проведены 236 мероприятий по 7 направлениям с вовлеченностью более 23 тысяч человек и 40 мероприятий, приуроченных к году чеченского языка. Были трудоустроены 35 человек, выиграны 17 грантовых проектов на общую сумму более 10 миллионов рублей. На торжественном мероприятии почетными грамотами и благодарственными письмами были отмечены 19 сотрудников общественно-политических организаций. Наиболее отличившихся активистов отметили по двум отдельным номинациям – «Сотрудник года 2023 года» и «Лучший сотрудник 2023 года» по решению председателя. Год был насыщенным. У нас организация, можно сказать, уже стала кузницей подготовки резерва республики. У нас полностью обновился состав. Прежние сотрудники устроились на госслужбы, новые ребята, новые лица. Да, будем продолжать с такой поддержкой главы Чеченской республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Поддержка есть, нужны только наши усилия, и мы будем прилагать все свои силы, чтобы решить эту задачу. После церемонии награждения для молодежи провели интересно-юмористические и интеллектуальные конкурсы. В мини-конкурсе разыграли разные призы и подарки. На сцене зажигательной музыкой выступила солистка департамента культуры мэрии Грозного Иман Амирбекова. Аэропорт Грозный имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова обслужил миллионного пассажира за 2023 год. Таких показателей перевозчик достиг впервые с момента своего открытия. Счастливым обладателем символического билета на самолет стала жительница Грозного Зарема Садуева. О том, как проводили миллионного пассажира, расскажет Турпалали Тайсумов. Этот день для гражданской авиации Чеченской Республики стал историческим. Жительница Грозного стала миллионным пассажиром аэропорта Грозный имени Ахмата Хаджи Кадырова. Это рекорд с момента начала работы воздушной гавани с 70-го года прошлого века. Были поставлены задачи главой Чеченской Республики увеличения пассажиропотока, расширение географии полетов. Мы на номинальной дате шли 4 года. Но у нас, вы видели все время, что аэропорт постоянно имел высокие результаты по сравнению с прошедшим годом. Летаем в зарубежные страны: Дубай, Стамбул, открыли Узбекистан, Актау, Киргизия, Баку.
много направлений. Но еще, кроме того, что мы это открыли, идет активные переговоры, вы, наверное, читали в прессе, идет переговоры по открытию рейса на Тегеран. Счастливая обладательница заветного миллионного билета на самолет авиакомпании «Аэрофлот» Зарема Садуева. Вместе с 3 детьми она летит в Москву. По ее словам, войти в историю на первый взгляд обычного полета – это самая приятная неожиданность. В интернете видела, что такое бывает, но не думала, что меня это коснется. Вообще не думала. И спасибо всем работникам аэропорта. Меня так душевно встретили, все объяснили. В качестве подарка Зареме и ее семье вручили сертификат на год обслуживания в VIP-зале и разовый перелет Грозный-Москва-Грозный в любой период времени. От регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова женщина получила денежный подарок. Рекорд уникален еще и тем, что в данный момент суммарная мощность терминала составляет 500 тысяч человек в год. По сравнению с прошлым годом прирост пассажиров оказался выше 30%. В планах запуск новых международных авиарейсов. Все отрасли экономики Чеченской Республики активно развиваются. Аэропорт установил рекорд, который не был никогда в жизни. Это для нас очень важное событие. Это говорит о том, что перспективы развития транспорта в Чеченской Республике большие. Как вы знаете, у нас активно строится новый аэропорт мощностью 1,5 миллиона пассажиров в год. Этому особое внимание уделяет и Рамзан Ахматович Кадыров. Данное строительство находится под его непосредственным контролем. Есть у нас ограничения по длине полосы действующие, и, соответственно, не все типы самолетов мы можем сегодня принимать. А с учетом того, что полоса удлинится и будет 3200 на 45 метров, это значит, что мы можем практически принимать все типы самолетов. Активными темпами строится новый международный аэровокзальный комплекс в форме полумесяца со взлетно-посадочной полосой протяженностью 3200 метров для всех типов воздушных судов. 18 объектов свяжет отдельная дорога. Для приема воздушных судов любого типа и для пассажиров поток никаких проблем не будет. И я думаю, что к 2030 году в плане увеличения пассажиропотока до 1,5 миллиона человек. Строительство должно быть завершено к концу 2025 года. Открытие станет знаменательным событием для всего юга России. В статусе рекордного пассажира женщина вместе с детьми вскоре прибудет в место назначения в своем, как оказалось, первом и таком удачном рейсе. А с нового года аэропорт расширит направление, чтобы поток пользователей воздушного транспорта в регионе стал только выше. Турпал Алит Айсумов, Шамсудди Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» раздал более 1000 сладких подарков детям погибших на Украине сотрудников. Встреча состоялась в чеченском филиале фонда. Сладости передали около 500 детям. Также подарки будут переданы 300 детям сотрудников, живущих в отдаленных муниципалитетах. Событие организовано при финансовой поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Хочется сказать слова благодарности руководителю фонда Ане Несиевне за такой подарок в предновогоднее время. Это внимание для этих детей, это много чего значит, потому что они там, многие из них, так скажем, в трудной жизненной ситуации, поэтому оказанное внимание кажется на их будущем. В селении Ахматюрт после масштабной модернизации открылся киноконцертный зал с одноименным названием «Ахматюрт» имени Юсупа Сакказова. Зал осуществляет свою деятельность с 2012 года и за это время стал излюбленным местом досуга не только жителей Ахматюрта, но и близлежащих сел. Здесь проводятся также праздничные мероприятия, в том числе посвященные памятным датам и концертные программы. Функционируют различные кружки для детей и молодежи – танцевальные, музыкальные, инструментальные, кулинарные. Большое внимание уделяется развитию самодеятельного творчества и созданию условий для удовлетворения духовных потребностей населения. Специалисты стремятся привить детям любовь к искусству и национальным танцам. Первым фильмом, который будет показан после реконструкции, станет отечественная комедия «Елки-10». Масын кружок шлиел живут, ну плюс чуакин вахелча и берж заинтересованность мела олсам харер даггара баркал дейл рейсел алар ва вице-премьер Йолша Кадыров Айша Рамзановна дейл рейсел дальше едуадул. Захватывающие прыжки, синхронное плавание, катание тренера на спине. Эти и другие трюки в исполнении дельфинов каждый раз вызывал восторг у маленьких зрителей. В Грозинской дельфинарии организовали для детей большой новогодний праздник. Адам Магомедов с подробностями.
Премьера новогоднего шоу порадовала зрителей в первую очередь обширной программой. Естественно, она не могла обойтись без Деда Мороза и Снегурочки, которые сопровождали гостей на протяжении всего мероприятия и создавали сказочную атмосферу. С Новым годом от души! Провести год лишь прекрасно, не ругаться понапрасну. Счастье и любви обоз вам подарит Дед Мороз! А уже полюбившиеся гостям дельфины продемонстрировали прыжки в высоту, через кольца, жонглирование, навыки пения и многое другое. Новогоднее шоу совмещено с насыщенной концертной программой для гостей. Выступают три заслуженные артистки Чеченской Республики. Это Мариам Ташаева, Маймуна Нисултанова и Зара Хайдарова. На сцене они исполнят 8 песен, которые уже давно стали излюбленными в народе. Не обошлось и без доброй и поучительной сказки под названием «Горцы и Новый год» с интересными персонажами, а также яркое и завораживающее фаер-шоу, где артисты буквально танцевали с огнем. Это придало празднику свой адреналин. Дети в восторге. Очень нравится! Что тебе нравится? Дельфины! Концерт слушала? Да. Понравилось? Да. Мне очень понравилось. Мне особо понравилось, как эти девочки танцевали и пели. На прошлом я пришла здесь, и они танцевали лезгинку. Это было очень смешно. Праздник принес всем множество позитивных эмоций, ведь гости смогли не просто понаблюдать за интересными артистами, но и принять непосредственное участие. Адам Магомедов, Ислам Ибрагимов, Сайдамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. Саундтреки из любимых новогодних мультфильмов и кино ожили на сцене Дворца торжествий имени Дагуна Амаева. По инициативе директора филармонии имени Аднана Шахбулатова для беженцев из сектора Газа организовали праздничное мероприятие. Звезды чеченской эстрады под аккомпанемент симфонического оркестра исполнили известные на весь мир композиции. О полюбившихся всем мелодиях из кинематографии Наталья Депутатова. Чеченская государственная филармония имени Аднана Шахбулатова подготовила для своих зрителей настоящий подарок. На большом экране под музыку в исполнении Чеченского государственного симфонического оркестра транслируются отрывки из знаменитых мировых сказок, мультфильмов и новогодних фильмов. Сегодня этот концерт с нами разделят наши братья, сестры и детки из Палестины. С теми людьми разделим этот концерт, за которых мы переживаем, весь народ наш переживает. И поэтому для нас это особенный концерт. И, наверное, я вот впервые, давно я так не нервничала, сегодня я переживаю, потому что мне очень хочется, чтобы им понравилось, чтобы немножко они смогли забыть о своих проблемах. В концертном зале «Яблоку негде упасть». Все места заняты. На новогодний праздник пригласили беженцев из Палестины. Миасар Амишейх, 22 года. Они в спешке были эвакуированы МЧС России по Чеченской Республике с семьей и размещены в детском оздоровительном лагере в селении Автуры. Девушка даже не знает, цел ли сейчас их дом или нет. А вот концерт очень понравился и поднял настроение. Очень красиво, здание очень красиво, вообще как сказочное место. Было очень красиво слышать те музыки, которые с мультфильма, которые мы в детстве смотрели. Очень было весело, рады все. Даже родителям, взрослым было весело. Среди гостей официальные лица. Помощник главы, министр Чеченской Республики по национальной политике, печати и информации Ахмед Дудаев. Артисты филармонии сделали все от них зависящее, чтобы максимально вовлечь беженцев в обычную мирную жизнь. Интересные песни и танцы под классическую музыку выглядят и звучат по-особому празднично. По всему региону проходят масштабные акции в поддержку народа Палестины. Раздается самая разнообразная гуманитарная помощь от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Ведь народ нашего региона, сам пережив ужасы войны, как никто другой понимает этих людей. Любой человек от мала до велика в Новый год по-детски ждет чудес. Этот проект подарил настоящую сказку, окунул всех присутствующих в атмосферу предновогодних чудес и волшебства. Наталья Депутатова, Сайдамин Мусаев, Вести, Чеченская Республика.
В Грозном определились победители и призеры футбольных лиг региона. Чемпионом высшей лиги республики стала команда ЧГУ имени Ахмата Хаджи Кадырова. Второе и третье место заняли Стройторг и Мартан. Лидирующее место в первой лиге завоевала Артс Мартанчу, которые впервые в своей истории теперь сможет проявить свои спортивные качества в главном дивизионе региона. Помимо этого, в отдельных номинациях были вручены индивидуальные награды лучшим игрокам 3 чемпионатов. Первая лига, группа 1. Лучшим игроком сезона 2023 года признан Арби Умхаджиев, футбольный клуб «Арт». В спорткомплексе имени Белимханова прошло награждение победителей и призеров первенства Чеченской Республики по футболу среди юношей. Вручение медалей, грамот, кубков и ценных призов прошло в 3 возрастных категориях, в каждой из которых по 3 спортивных клуба. Всего 9 номинаций, из них 3 командных и 6 индивидуальных. Молодым спортсменам сделали важные наставления на будущее и выразили благодарность их родителям за хорошее воспитание и помощь в развитии футбола. وبيش بابا عت بابا استجين شيء بر سوقر حلقة وردي تلشن الله ده رئيس خشون عذور ده شو سقل شت خو كربوا وش بيتر بازر شو سقل شتوار بيرش كده سر شيء بلغي أردوني سير وقر خلق عنشوا وقر غالي شو بلغر بولش وغا خلقول وزبيش تاقه يقش وش حبال وش دابلوش بيرش لردش سان ليش لو ما شهيد خوش بالمعلات توشة درجات وقدر ده شو سقلش К этому часу это все события, а еще больше новостей вы можете узнать и на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.